Роблю на заквасцы сегодня хлеб. Не на дрожжах, а на заквасцы. Вот на ночь поставила опару. Поглядим позднее, что атрымаецца. З муки другого гатунку. Ну, вот так вымешиваю и ставлю тесто на расстойку. Треба на 500 грамм добавлять для килограмма муки. Ну, я поклала, усыпала сюда на 50 грамм менее. Тесто не треба забивать. Такое тесто повинно быть. Так пахнет мука, так пахнет тесто. У меня после коронавируса пропало адчуванне паху. Але іншы раз яно появляется, и вот нейкое такое глубинное, вот мука пахнет неким амбаром колгасным и этими житневым полем пераспелым, и такой вот еще глубокой такой житней выпаренной, спаренной. Ну, вот так. Зараз покладу на 2 годины на растой. Ну вот, сейчас я буду раскладывать тесто в формы. Подошло на растое. Вот так. Положу в форму. Вымешивать сильно уже не буду. Разделю. Я уже знаю, как надо делить приблизительно. Сразу делала с весами, а сейчас так. Потом включусь и покажу, до какого состояния и когда ставлю печь. Вот так. Трошки протягиваю и закручиваю батончик. О! Вот так получается. Вот так накрываю целлофановым пакетиком и ставлю на растой. Ну, думаю, часа 2 или 4, в зависимости от погоды, от теста и от температуры в комнате. Таким чином, сябры, хлеб я уже выняла с духовки, разрезала его, и вот такі атрымаўся ў мяне хлеб. Цудоўны водар сыходзіць з яго, маленькі боханак я разрезала. Вось, на заквасцы хлеб. Конечно, смакота неимоверная. Я замест цукра добавляла мед и соль. Один з боханаў я зараз адведаю суседку свою и занесу, нехай таксама пакаштуюць. Як классик писал, пахнет хлебная скарынка, летним дождиком, хваинкой. Ну вось, пячыце хлеб на заквасцы, это корыстно для здоровья.